нас людей не шмат, мы такую проведем беседу, может кто-нибудь поделится воспоминаниями про те дни. Вот. И можем обмерковать некоторые питания, которые может у некой такой великой зале и не были подняты. Значит, я спинюся на некоторых аспектах, які важные для разумения самой природы нашей незалежности. Это вельми важно, потому что история наша апошніх 200 годов была вельми тяжкой. Фактично, Беларусь была под оккупацией своеасаблівай, под оккупацией такой империи, яка ставила задачу вынішчыць нас як этнос, вынішчыць як культуру, як народ, які б ніколі не падняўся. Яны ставілі такую задачу, яны про гэта пісалі, і яны гэтую палітыку ажыццяўлялі. І цяжкасць у тым, што на працягу, скажем, аднаго пакалення зрабіць такое немагчыма. Але калі праходзіць некалькі пакаленняў, то памяць, якая пераследуецца, яна губляецца, а тыя дактрыны, якую пераследуе акупацыйны рэжым, яны ўваходзяць у сведамасць грамадства. І вот гэты аспект вельмі важна мець на ўвазе і у наших палітычных ацэнках, і ў навуковых ацэнках тых з'яў, якія адбываліся ў нашай гісторыі. Сёння у нас гадавіна незалежнасці Рэспублікі Беларусь. Гэта вельмі важная дата нашай гісторыі, таму што за доўгія гады акупацыі, за доўгія гады барацьбы нарэшце Беларусь вярнула сваю незалежнасць і вярнула сваю дзяржаўнасць. Пасля 25 жніўня 1991 года Беларусь існуе як рэальная дзяржава, якая мае ўсе атрыбуты суверэнітэту, все атрыбуты незалежнасці і прызнаная ўсім светам. Вось таму мы гаворым аб тым, што гэта найвялікшая дата ў нашай гісторыі, калі мы маем рэальную дзяржаву, рэальную незалежнасць і рэальна прызнаную ва ўсім свеце. Гэта адзін аспект. І другі аспект, што мы маем рэальна ўнутры гэтай краіны. Але перш чым гаварыць пра гэта, вернемся да пачатку, да 1918 года, калі была аб'яўлена незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі. У 18 годзе 25 сакавіка пад нямецкай акупацыяй, ужо пад нямецкай акупацыяй, заўважце, была аб'яўлена незалежнасць Беларускай Народнай Рэспублікі, і па сённяшні дзень, на працягу ўсіх гэтых 100 гадоў, ішлі дыскусіі ў навуцы. Не прыхільнікі беларускага адраджэння, беларускай нацыі стаялі на тым, што гэта ніякая не была дзяржава, што яна не ажыццявілася, што не можна гэта лічыць дзяржавай і адтуль пачынаць адлік гісторыі. Людзі, якія гісторыю разумелі больш глыбока з пазіцыі нацыянальных інтарэсаў, нацыянальнай гісторыі, яны даказвалі, што ўсё ж такі гэта была дзяржава. Я гэтым пытаннем таксама спрабаваў займацца і звяртаю ўвагу на такі тэрмін, якім я пастаянна карыстаюся, які я так для сябе назваў акупацыйны статус-кво. Это вельмі важны тэарэтычны аспект для оккупаційної політики, особливо для імперської політики. У чим заключається цей підход?
Імперська політика – та держава, яка проводить імперську політику на відповідній території, і вона досягає відповідних виників у державному, культурному сенсі. Просто відбувається деформація громадства, деформація свідомості. І ось гэты деформований пласт свідомості, який утворився у винику гвалту окупаційного, гэта береться за основу, за норму, за статус-кво. І отсюль йдуть теоретичні розважання. Ну, приведу вельми простий приклад. Вибачайте, що звертаюся до таких примітивних прикладів. Возьмем, посадим древо. На это древо зробим дах. Это древо почне расти в бок. И мы можем вырастить древо, яка перпендикулярно буде расти. Это элементарная речь. И вырастивши такое древо, мы будем говорить, что вот это так и повинно быть. Это натуральное древо, это вот такие клен, они такие все. Вот. И вот параллель такая, что калі утворилася Белорусская Народная Республика, то ідеёва была вызначена идеология и концепция всей державы. Что повинно было быть ідеёва, какие повинны быть министерства, ну вот министры призначенные были, як повинна развиваться адукация, яка повинна быть демократия, вольность для усіх, кажуть, людей, національно-культурна автономія, все це було відзначено. І все це було позначено, як воно розвивалося. А ці почало воно розвиватися. Воно не почало, але не почало не у винику внутрішнього саморозвиття, бо всіляка життєва з'ява, вона має внутрішні закони розвиття. А у винику окупаційної політики німецької німці не дозволили, крім адукації і культури, ніяких міністерств. Им не дозволили створять войска, они не дозволили вводить финансовую систему, они не дозволили гроши, они ничего не дозволили. И это было немагчыма, потому что кіравала войск, была война. Значит, тыя доследчики, якія даследуюць Белорусскую Народную Республику, они бачат, что не было некоторых важных аспектов суверенитета. Войска – это важный аспект. Гроши – важный аспект. Внутренняя не было бюджета. Не было бюджета финансового. Яка ж это держава? Але это все было позначено. Это все было не дозволено окупаційній уладі. Вот это статус-кво окупаційне, якое не дало развиться абсолютно ідейна, кажуть, і структурно підрихтованій державі, береться за основу. І говориться, що нічого такого не було. Тут є така фальшивий підход з нерозтлумаченням історичних реалій. Вернемся в наш час. Ось 25 жнивень – це був принципово новий крок наперед. Тому що держава була створена. Реальная, так як і Франція, і Англія, такий самий узровень. Ми маємо всі міністерства, ми маємо бюджет, ми маємо державну політику, ми маємо межі, ми маємо Міністерство заміжних справ, усе ми маємо, і усе маємо. А який наш внутрішній стан? В якому стані знаходиться наша нація? Школи зачинені. Інформації національної амаль не існує. Ні радіо, ні телебачення. Всі проблеми ви ведаєте. І виникає питання, що є держава, повновартісна держава, вона проводить свою державную политику. Это ничего, что там уплыв Москвы там, на экономику, но все, держава проводит свою политику. Свою, не глядячи ни на что. Вот где она не проводит свою политику, это питание культуры, истории, питание национального развития. Поглядите, як працює пропаганда. Так белорусы ж самі відмовились від своєї мови.
так яны ж нічога не ведаюць, такім жа это нічога не трэба. І гэта ёсць сучаснае статус-кво, якое ўзнікла ў выніку палітыкі ўнутранай акупацыі. Цяпер ёсць новы тэрмін, называецца гібридная вайна. Но гэты тэрмін появіўся недавно, а я пісаў пра гэта яшчэ 20 гадоў таму, што гэта палітыка ўнутранай акупацыі, калі праз унутраныя сілы уладу захапілі антыбеларускія сілы, якія кіруюцца з Масквы. І от вынік атрымліваецца, што ёсць дзяржава, а нацыя не развіваецца, падае культура, знішчаны школы. Самі ж беларусы не даюць дзяцей у беларускія школы. Ну, паглядзіце, папробуйце тыя, якія даюць, як ім забараняюць гэтую школу адкрыць, якія праблемы ўзнікаюць. І такім чынам існуе дзяржава, якая праводзіць у выніку антыбеларускай улады антынацыянальную палітыку, і цэлую нацыю выстаўляюць дуракамі. Вот гэта акупацыйная статус-кво, якую стварылі для нацыі. І ад гэтага ніяк не можна адштурхоўвацца ў разважаннях. Прапаганда разважае так: чарка і шкварка, народ дурны, адмовіліся ад мовы, усё здалі, і так далее. Гэта вынік крывога дрэва, якая зрабіла акупацыйная палітыка. І гэта падаецца як натуральны працэс. А ён не натуральны працэс, ён не з унутраных развіцця развіўся, а менавіта з акупацыйнага развіцця. І гэта, я лічу, важнейшы момант ва ўсіх у прапагандзе і ў навуцы. Важнейшы, трэба гэта разумець. Адзін адукаваны чалавек таксама пачаў прад'яўляць прэтэнзіі народу, народ адмовіўся, он не гатовы пайсці пад Расію, там пенсіі больше, там усё. І народ дрэнны. Не можа ніхто папракаць свой народ, які трапіў пад акупацыйны прэс. І я задаю пытанне таму інтэлігенту: ты жыў пры савецкай уладзе, што ты ведаў пра чырвона-белы сцяг і пра пагоню? Нічога не ведаў. Ніхто нічога не ведаў пад саветамі. Усё было вытраўлена, а той, хто ведаў, у гулаг альбо ў курапаты. Вот што адбылося. І было насельніцтва, хадзіла ў калгас, працавалі за то, они нічого не знали. І што іх трэба было абзываць дуракамі? Што это подлый народ? Такая ситуація зараз. Таму тут ёсць маральны аспект. Ніколі не можна папракаць народ, які трапіў пад уплыў і пад палітыку антынароднай акупацыі. Калі ваш бацька захварэў на анкалогію, яго толькі адны косці, вы ж не будзеце на яго паказваць пальцам, які ты тата нехарошы, ну які ты не вы паглядзіце. Вы ж не будзеце? Это тое самае. Это тое самае. Вось гэта абавязкова трэба памятаць. Я на гэтым засяродзіўся, таму што зараз прапаганда антыбеларуская вельмі распаўсюджана гэта пускае. І некаторыя людзі, беларусы, якія не разумеюць, яны не то, што яны нармальныя беларусы, інтэлігенцыя, яны не разумеюць, блудзяць у трох соснах. Яны гатовы таксама свой народ абвінавачваць у нечым. Ты сябе абвінавачвай. Тое, што наш народ трапіў пад такі акупацыйны прэс, знішчана яго школа, яму, кажуць, напалявалі ў душу, ён гаворыць такія рэчы, што гэта такое ёсць? Гэта ёсць наше паражэнне. Это наше паражэнне, нас, інтэлігентаў, які мы это разумеем, якія павінны себе па-другому трымаць. Вот я пачаў гаварыць пра нашу незалежнасць Рэспублікі Беларусь і як яны карэлююцца гэтыя дзве даты з 25 сакавіка і 25 жніўня. Беларуская Народная Рэспубліка была заяўлена як нармальная, паўнацэнная дзяржава. Яны зрабілі тады тое, што магчыма было ў час вайны пад нямецкай акупацыяй. Потым была савецкая акупацыя, і калі у 90-х годах, у 91-м годзе ўдалося гэта ўсё падняць, то каб не было гэтай прыступкі, каб не было 25 сакавіка, нам было вельмі цяжка, бо ўжо была аснова.
Уже ничего не треба было продумать. Просто стать на эту приступку и подняться выше, и мы поднялись выше. И засталась еще одна приступка, якая, может быть, удастся еще нашему поколению робить, а может наступному. Это приступка, где будет белорусская национальная влада. И тогда будет будучиня прекрасна. Вот теперь мы маем такую ситуацию. Маем державу, маем все, але не маем национальную владу. Ну и хотел бы зараз докрануться до конкретных подей, как это все отбывалось. У Советском Союзе, тут есть люди, которые жили при Советском Союзе, памятают, было вытоптано настолько, что люди не ведали ничего про свою историю. Про Великое княжество Литовское ничего, историю же в Беларуси не выкладали в школу, и не было як предмета. Ничего не ведали, интернета не было. Все было под контролем. Как послухать радио з-за мяжи, это было немагчыма, потому что стояли глушилки. Но можно было недзе выехать и те глушилки далей и трошки нечто почуть. Але как никто не ведал, потому что за слухание замежного радио турма. Турма. Был железный занавес, люди никуда не выезжали. Никуда не выезжали. И вот у той ситуации начался вот этот кризис Советского Союза, начались спробы из этого кризиса выйти, началась эта перебудова и началось отроджение Беларуси. Я уже рассказывал, как меня тягали еще студентом был, на допыты в КГБ, все, и один сказал, что вы там скачете, молодой человек, Беларуси уже нет, все уже. И они были упевнены, что они уже все задушили, Бог все было задушено. И вот 80-е годы, 90-й год, и все появилось. И все появилось. Немагчыма, и они были сами здивлены. Потому что они своим недоскональным разумом не могли зразуметь, что немагчыма живый народ закопать и загнать в землю. Немагчыма. Появилась. Это особая тема, как живе громадство, как живе народ. Я тут не буду закранаться, а просто сам факт, что все было, здається, вымышленно. Все появилось, все з'явилось. И з'явилась как могутная сила. З'явився рух на антикоммунистичной хвале, бо это коммунизм уже сидел усім, как в горле. И вот наша ситуация белорусская и ситуация, скажем, у Прибалтиці, вельми відрізнялася. Потому что там были национальные компартии. Там партии коммунистов, и они развивали национальные школы, занимались историей, и они не были антинациональны. Это складанное их было положение, але в принципе они старались як свои нации заховать. Что дотычить Беларуси, то уся национальная бюрократия, так скажем, она была вынесена уже в 30-х годах. Тогда Беларусь это была одна Минская область фактически. Вот наибольшие такие, высокие начальники, это где-то 104 особы наличивалось. 102 были изнищены, только 2 человека остались. А в ученые археологии знищены до опошнего человека. Мастацтвознаўцы знищены до опошнего человека. После войны, вот я мастацтвознавец, починали на пустым месте. Все было вытоптано, все было знищено. И вот у этой ситуации те люди, которые пошли в Компартию, а Компартия это уже стала социальная структура, потому что как нечто у социальном житті досягнуть, треба було вступити у Компартію. Люди це зрозуміли. Вони йшли у Компартію, кажуть, ти бригадиром навіть не будеш у колгасі, коли ти не член партії. І чоловік має силу, здольний, має розум, а він ніщо, що ти сторожем будеш працювати. Тому йшли у Компартію, правильно робили. Вот. І отримували некую соціальну перспективу. Але партія это уже была не партия. Партия оставалась только в номенклатуре, в начальстве.
И тому, когда началось это брожение, коммунисты легко, как кажется, развалились, потому что партия это была фикция. Это были люди, которые просто пошли за социальных интересов. А керовала сама номенклатура. И все эти родовые члены партии, которые были, они эту номенклатуру ненавидели так само. Они пошли в Народный фронт. Вот такая была ситуация. Але тут треба улічити, що эта компартия была антинациональной. Послідовно до кропочки. Белорусская компартия, она была настолько антинациональной, что у нас проблема борьбы с коммунизмом и проблема за незалежность, она совпадала. Она совпадала. Это не так, как было, скажем, у той же Литве, коли Бразаускас фактично сприяв створенню Союзу Народного фронту. Бразаускас, пам'ятається, был первый секретарь ЦК. Вот, так вот такая была ситуация. И у той справе мало кто сподівався, що нечто з этого може отриматися. І я вам скажу, вот зараз уже з такої історичної перспективи, аналізуючи все те, що відбулося, у мене таке відчування, що просто Господь Бог, Божья рука була над нашим народом, що нам удалося вот с той страшной ситуации все ж таки выйти наверх и строить зажив. И в великом масштабе так само, и в масштабе конкретном, коли треба было вирішати питання незалежності. Это 24-25 жнивня. Про это я трошки расскажу, бо это так само з'ява унікальна була. У этот час, конец жнивня, мерковалося подписание нового союзного договора. Инициатором был Горбачев. Горбачев с Ельцином змагались за владу. Ельцин был старшиной Верховного Совета Российской Федерации, имел великую владу, авторитет, и он позиционировал себя демократом. Горбачев, как президент СССР, уже, так сказать, над Россией фактично стратил владу. И для того, чтобы эту владу утримать, он решил провести новый союзный договор и таким чином включить Россию под свою владу. Он же президент Советского Союза. И я уже про это рассказывал, начал с того, что разослал циркуляры по всех союзных республиках, как провели посідження і прийняли декларацію о суверенітеті. Чим це кончилося, ви знаєте. І ми це розуміли, що це серйозно. Ми просто бачили цю політику. І тому та декларація внесли себе несерйозно. Ми зробили хорошу декларацію. І от праз год, в 91-м году, коли вже повинен був відбутися ось цей сход по підписанню союзного договора нового, і Горбачов якби вертався знову набирав силу, а комуністична реакція КГБ страшенно Горбачова ненавидела. Їхня задача була розвалити і взяти владу в свої руки, що вони потім і зробили, і що ми тепер маємо у Росії. Так от, критичний план, що було зробити з цим, ситуации, они пошли на коммунистичный путь. И вот 19 числа по телебачению «Лебединое озеро», очень справа, оказывается, что там есть ГКЧП, Государственный комитет по чрезвычайным обстоятельствам. И вот этот путь почався. И он почався в такий час, коли громадство уже соспело супротив коммунизма. Гэта номенклатура реакційная, яна была у меншасці, нават у камуністычных воронках сярод сваёй партии. А грамадства у цэлым, все, камунізм уже вярнуцца не мог. Яны выступілі ў той час з гэтым вот путчам, калі грамадства ніяк яго не магло успрыняць. Нідзе, літаральна, нават у России. И все эти спробы там, танки вести, там, Кантемировскую дивизию, все это только людей раззловало. Это тут же одразу было зрозумело, что ее
будет проиграть, что это поражение. Я тогда, ну, мы любили говорить, что будет, а анализ показывает, кажу, максимум тиждень протримається, и то я помилився, 3 дні протрималося. Потому что от початку было зрозуміло, что он потерпит поражение. Але ситуация была серьезная. Мы тогда собрались в Верховном Совете. Некоторые депутаты нас бачили, говорили открыто в очи, что, ну, сказать, мы с вами разберемся. Вот, это Жебрак был, помню. Я не випадково кажу прозвище, будет информация про это. Вот. И тому некоторые из нас, я скажем, ну, Боршевский, уже все, взяли шкарпетки, зубную щетку, все, ну, надо быть готовым. Вот. Тому ситуацию мы восприняли серьезно и вельми активно. Мы збирали митинги, мы робили отповедные заявы, мы тут же связались с Москвой, связались с Ельциным, связались с усилиями, яким можно связаться, была совесть, потому что урадовая совесть працевала. Тогда была такая вертушка так званая, это можно было, ну не буду тлумачить эту ситуацию, но теперь усилили все по-другому. Вот, и мы наладили эту совесть, и в первый же день были приняты отповедные документы, звороты, была наладжена совесть, координировали свою деятельность, пошли до Дементея, старались примусить его, как он принял отповедные решения, и все это зафиксовано. В этот час ЦК КПБ, Малафеев и все эти коммунисты выступили в подтримку ГКЧП. Не выступили с заявой. И этим самым подписали себе смертный приговор. Вот. Але они не выступили, ну, реально. Еще 3-4 дни, и они выступили реально. Они начали нас хапать, и, потому что были вагоны подогнанные, закрытованные, были наручники уже, они рихтовались серьезно. Вот. Ну и вот началась эта трехдневная вот эта борьба. За этот час створили и БЗВ. Ну, серьезные шли размовы. Я вам скажу, наши депутаты ездили у Пуховича, в эту бригаду спецназа, говорили с военными, с многими. Мы серьезно до этого питания подходили, что коли буде, кажуть, боротьба, вот, то ми шукали ті військові частки, які виступили супроти этого путча. Вот. Мы серьезно подходили, и это не афишировалось, але мы это так само робили. Не буду говорить про обязанности, потому что многие люди еще живут, которые были, тогда поводили себя совсем по-другому. Вот. Так вот, это все рихтовалось, и фактично 21-го уже путч был придушений, але официально подписали капитуляцию 22-го. И каждый день были митинги на площади, фронт, депутаты, каждый день там были, и каждый день было людей более. Вот. Коли путч провалился, то первым чином треба было собрать сессию Верховного Совета и объявить незалежность, заборонить коммунистическую партию. Бо мы разумели, что каждый день, коли мы его стратим, он працює супротив нас. Бо провал путча, в этот час Компартия и номенклатура подтримала ГКЧП, это грубое порушение Конституции, это криминал. Их усіх треба судити. И кто его ведает, что будет. Они были у шоку, что называется, они были страшно наполоханы. И вот в этот час треба было провести эту сессию. Мы вельми спешали, бо мы разумели, что мы не Латвия, не Эстония. У нас громадство еще не подрихтовано у целым до таких справ. Это мы разумели, что треба вельми хутко використати час, поки вони просто не могут думать от страха. Великая была проблема. Дементей, старшина у нас это не хотели избирать сессию. Записи всех этих размов. Мы положились и на Шушкевича. Так само были проблемы, но его удалось, кажется, уговорить, скрутить. И была объявлена сессия на 24-е. Мы проторговали на 23-е. 22-е на 23-е. День мы губляли. В этот день, в этот час, вот ночь 22-е, 23-е, практически не спали.
мы были у Верховном Совете, писали документы, законы, які треба прийняти на сесії. Где там написали 14 документов. Вся наша позиция. Одним покой такий привод, як наша тут церква. Вот. По разных кутах разоходились, были дадены задания, кому что писать, як что обмерковывали. Это, я вам скажу, вспоминається зараз, от коли такий час, мозги працюють видатно у кожного. Все, тому що треба зробити то і то і то. Все, ніяких питань. Робили, обмерковуємо, раз-два пошло. И мы поспели все зробити за сутки. Мы шли, готовы, вошли со стягом. Вот, выходим со стягом на сессию, все мы собрались. И вот першее мое вражение, заходим на сессию, и они сидят вот так на похование. Вот, отчувание похования, только труны не видать, зелено. Вот они вот так сидят. Вот. Одразу выходим, стяг на сцену. Вот, и начинается такая психологичная атака. Там холод, там наши депутаты выступили за отставку Дементея. Вельми так напористо, не вибираючи особливо слов. Это вельми правильная позиция. Вот. І тут виступають ті, які ще трошки думали, як тут можна супротистояти, прибрати стяг біло-червоно-білий со сцени. Бо він якби незаконний, державний був совєтський. Все, значить, починається, тут верхом такі, голосуємо. 104 чоловіки тільки за, тільки 1/3. І тут починається, я кажу, прибрати, ну почекай. Чим справа, не можна допустити, щоб у бок пішли які дискусії. По неважних питаннях. Не треба, нам головна задача – зняти Дементея, заборонити Компартію, створити незалежність. Все. Все остальное, что подкидывается, всякие спрашки, все, навіть коли это йде не в нашу користь. Не треба доробити. І ми такую тактику вибрали. Далі, поглядите, яка ситуація. 345 особ депутатов в Верховном Совете. Оппозиция, где фронта 27 человек. Ну, плюс Демклуб, это где человек еще 80 набирается, может под 100 так плюс разом с нами. Ну, остальные коммунисты в основном. Як нам заборонить Компартию и як нам засвергнуть незалежность? Чьими голосами? Яны ж голосуют. А яны удзельнічали у путчы. Яны под криминалом находятся. Значит, мы повинны их душить, потому что яны зробили криминал, их треба заборонить, а з другого боку, їхніми голосами треба засвергнуть незалежность. Что у этой ситуации робить? Вот что? И мы думали, что робить. Потому что с ними разом ничего не зробим. Мы же не можем с криминальниками, этими бандитами разом нечто робить. А что мы зробим разом? Ну, допустим, незалежность. А Компартия застанется. Тогда все, и мы соудельники. Коли мы почнем, значит, их душить, что они не проголосуют. А они потом, коли мы перегнем палку, они могут разбегчися. Нам треба, как они были тут. Какая была принята тактика? Я вам ще одразу хочу сказати, чому все отрималося. От у этой страшной ситуации нічого б не отрималося, коли б ми зробили б хоч одну помилку. Треба було не помилитися. Вот праз вулицу у Манхэттене, праз 5-ю Авеню, протягнуть можна веровку. І по веровці можна пройти на другий бок. А коли ти не пройдеш, коли зробиш одну помилку. Не можна зробити помилку, треба так володати своїм тілом, як пройти. І ми пройшли. Так вот, задача была такая. Психологично их душить, покольки они наполоханные, как они не поспели консолидоваться, как они их не заварили мозги, как кажуть. Их душить, полохать. И показать им, что один их выход, это отмовиться от Компартии, принять незалежность. Тому что тогда они пойдут, коли это не зробят, пойдут под криминал, а погроза будет с России, потому что там Ельцин, распускали эту Компартию. А Ельцина все боялись. Это один момент. Другий момент, тут треба межа, мера, как была.
каб іх не напалохаць так, каб яны не разбегліся. Бо не разбегліся, ўсё, няма каму галасаваць. І таму было дадзена заданне, людзі там стаялі колькі тысяч на плошчы, значит, дружына павінна была вельмі строга сачыць, каб не было правакацый, калі дэпутаты выходзяць, каб не кінуліся іх біць, так? Каб усё было пад кантролем. І цяпер шмат ёсць на Ютубе ўсюды відэо, як это адбывалася. Это Сергей Чырык, наш аператор, ён здымаў тады все гэтыя падзеі, цяпер ён выдаў гэта ўсё ў інтэрнэце, кажуць, слава Сергею Чырыку, ён проста адлюстраваў вот тыя часы. То там усё відаць. Там усё відаць, як працуе дружына. От стаіць шэраг міліцыі перад Верховным Советом, перад помнікам Леніна, стаіць шэраг. А наперадзе гэтага шэрагу стаіць шэраг дружыны Народного фронта. Міліцыя стаіць у нас за плячыма, яна не праводзіць, потому што рынуцца міліцыю сомнуць. А на нас яны ўжо на сваю дружыну не полезуць. Мы кантралявалі ўсю сітуацыю на плошчы. Вот. На плошчы была трансляцыя. Ну і вот. І вот это пачалося. І вельмі цяжка ўсё ішло. Надзвычай цяжка. И постоянно мы уживали эту тактику, якую я называю тактику науки быка. Вот я вам растлумачу, что это такое. Вот. Значит, постоянно, когда яны, скажем, нечага не хотели рабіць, ці нечага не хотели разуметь, то нехта з наших депутатов, альбо нават з іхнага асяроддзя, які нас ужо падтрымліваў, выступали и говорили о том, что коли вы не будете рабіць тое и тое, что необходимо зараз исторично зрабіць, мы покличем народ, он придет сюда, вот он на площади стоит, что там уже стварается национальная гвардия. Это правда. Это правда. 1000 человек створили национальную гвардию. Это была объединенная группа мужчин, все, коли что треба было, то у нас уже была сила. Ну, покуль без автомата, мы под с кулаками, але сила была. Вот. И что вас навучить. И яны реально это воспринимали. Реально это. Это было постоянно вот такие вот пресс на их, а с другого боку, когда вот, скажем, выходим на перапынок, там есть кадры нават, когда Тихиню наша дружина окружила и вядзе, как его там не сбили. Потому что тогда это было просто мы не могли разбегчись. Вот. Ну и вот эта тактика науки быка оказалась эффективной. Тут есть люди сельской местности? Есть? А кто не сельской местности, растлумачу, что такое наука быка. Бык важит где-то 600 килограмм и бывает агрессивным. Вот. И когда такой бык притиснет, то все, тебе пляма останется. Что с ним робить? С быком, когда он агрессивный, кидается на человека. Вот. Когда он кинулся на человека, скажем, вот, то треба постараться его так заманить, загнать в хлев, брать добрую палку и бить з усей силы. Бить, как упал на колени, как слина потекла, как почал раусти. И все, бывает хопить одного разу. Когда не хопить, еще будет прыжка. Тогда все, тогда бык выходит только на его крикнул, махнул, все. Это элементарная речь у живому свете. Як это зробить з поручим быком. Вот. Так вот, с номенклатурой нечто было подобное. Вот мы уживали такую науку быка. За другого боку не забить, не задушить, а за другого боку их показывать, какое они злочинство зробили, что из этого может быть. И я вам скажу, это удалось. И был кульминацийный момент, який все вирішив. Момент мог бути по-разному. У відповідний час на сцену пішов секретар ЦК КПБ Малафей, той, який підписав згоду підтримку ГКЧП. Він був депутатом Верховного Совета СССР, він мав право тримати голос і пойти. І він пішов на сцену, махнув там пальцем, все. И вот тут, ну, вся наша оппозиция, не только, кинулись до его и сказали, прячься, ты злочинца.
ты путчист, ты не маешь права тут быть, твое место в турме. И гэта зазнята шмат дзе, ніхто да яго не даткнуўся. Страсці кіпелі, это вельмі важна, ніхто не дакрануўся, але яго не пусцілі, яго сагналі з трыбуны, яго сагналі, весь Верховны Савет падняўся, і ён пашоў. Што это азначала для гэтых усіх сакратароў ЦК? Што іхнага лідара ўжо няма, яго выгналі. Што все, ён нішто. І вот тут у іх адбыўся надлом, што так можа быць з кожным. Вот это быў, дарэчы, такі пераломны момент. Яны тут жа аб'яўляюць перапынак і пайшлі там прэзідыум раіцца, што рабіць. А мы ўжо мелі інфармацыю ад тых жа камуністаў. Яны расказвалі, падходзілі вот да мяне і казалі, што знаеце што, ну тут вот Малафею надо даць выступіць, ну вы пускай не скажа. І мы зразумелі, што будзе капітуляцыя. Будзе капітуляцыя. Яны там домовились, и вот Шушкевич, значит, вот Малафей Солода, и мы выходим в зале, все. Это необходные ритуалы, необходно, поскольку такой человек выступает, мы в зале выходим, але атрымалось то, что и он сказал капитуляционную промову. А ты, что наша компартия повинна выйти из КПСС, что треба признать незалежность, что мы за незалежность, и так далее. Гэта быў знак, што ўсё, ён капітуляваў, і гэта ўся номенклатура сядзіць, раскрыўшы рот, і бачыць, што ўсё, поўная капітуляцыя, што трэба здавацца. Ну і калі было апошняе галасаванне, я ўжо тут расказваў, па чарзе пачалі здавацца. Потым Кебіч прыбег до нас у оппозицию и кажет, ну я вот буду подавать в отставку. Ну это такие запад, как мы с ним поговорили. Коваленок его берет под ручку, космонавт до нас привыкнул. Ну и с ним там долго говорили, что вы повинны остаться, все. И он остался, полностью перешел на наш бок. Полностью Кебіч премьер-министр, а он имел великий вплив на эту номенклатуру. Значит, ключевые фигуры капитулировали и уже переходят на бок фронта. И эта вся публика сидит. И вот один человек, який от самого початку и до конца был супротив незалежности, это Шушкевич. Это один человек, який никто так яро, уже просто абсурдно не выступал супротив незалежности, до опошнего часу, коли уже с него смеяться почали народ коммунист. И он весь час, и он супротив повестки дня, как не включение, супротив незалежности это жарт, и так далее, и так далее. Я про это уже не раз рассказывал, тут есть книжка «Сессия незалежности», это передрукована стенограмма. Там все написано. Там все написано, як себе поводил Шушкевич. Вот. И уже кончатковый уже вариант, когда уже практично голосовали за незалежність, тільки тоді Шушкевич убачив, що все, треба здаватися. Він здався. Але перед самим опошнім голосуванням, коли вже вони були і психологічно подорвані, і вже капітуляція відбулася їхніх лідерів, і Кебіч перейшов на наш бок. І, до речі, ми з вулиці запрошали людей, і виступали наші люди з вулиці, ми давали можливість виступити, коли вони відчули, чим дихає народ. Все это было зроблено. Но у меня было отчувание, что у них шмат разгубленности, что многие неведомо, як нам треба 2/3 проголосують. Потім. Ідеально нам треба одноголосно прийняти незалежність. А може 2/3 мали набрати. То я знаю, їх розброд, вони пригнечені сидять. І тоді вже Шушкевич об'явив, що голосуємо. И в опошнюю секунду я просто вышел до микрофона, ну и сказал промову, менавіта, как их консолидовать. Что я сказал? Ну, коли коротко, я сказал самое главное, чего не боялись, что у России формуется новая империя в форме демократии.
Ніякай дэмакратыі там не было і ніколі не будзе. І Ельцин гэта не той чалавек, это там нафту і ўсё. І таму, калі мы не прымем зараз незалежнасць, то распараджацца будуць нами Москва, вот гэтыя людзі. Мы згубім маёмасць, мы згубім усё. І мы, гэта значыць і вы, і мы, усе мы разам. Тут, кажу, мы не можем уже подзяліцца. Тут трэба прыняць гэтае рашэнне. Иначе, вот это, и это до них дошло. Они этого боялись, а это их как бы оформило это все, что это до них дошло. Выступая один з Гомеля такі, ну, авторитетный среди них человек, Мачуленко, он другий секретар обкама. Вот. И каже, что треба робить так, як пропонував я. Пропонував 90 слайдів, що це надо, потому что вот то-то, то-то, то-то. И они все почали по чарзе выступать, в підтримку. И вот этот Жебрек, я кажу, про его вспомнил, який казав 19 числа, что мы вас вот, ребята, скоро пух-пух, так? Так вот он выступил по-белоруску. И треба нам незалежность, бо коли у нас не буде незалежности, то мы будем северо-западным краем. Треба это подтримать. Вот так они перевернулись на 180 градусов, коли отчули, что небезпека непосредственно для кожной его шкуры належит. Вот. Ну и голосование. Значит, голосование там по многих питаниях, все опошнее, это 21-12 гривен. Одноголосно. Только Лукашенко не голосовал. А он не голосовал, он не регистрировался. Вот. Одноголосно. И это великая перемога, что їхніми голосами это удалось зробити. Тут я еще пропустил порядок, як давалася дискуссия. Некоторые из них хотели провести, когда уже начали сдаваться, они хотели провести такой момент. Давайте спочатку приймемо незалежність, а потім уже департизацію і питання партії. Бо ми все-таки свою повестку дня затвердили. Это я про это не кажу, была великая борьба вот, за порядок дня. Шушкевич пропонував такий порядок дня. Это вот для смеху, я вам просто зачитаю. Перше питання – об бягучому моменті. Друге питання – об союзному договорі. Перше, это не питання, так не формулюється питання в парламенті. Это глупство. Другое, про який союзний договор? Все уже. Компартия уже, як кажуть, уже в Москві її заборонили. Уже все, нема вже того Горбачова. Уже все, який союзний договор. И вот на этом он это стоял. Так вот, задача была такая, как спочатку принять незалежность, а потом от питання партії все вирішати. І шла так само велика боротьба, як не спочатку вирішити питання депортизації і питання з Компартії, а потім незалежність. Тому що могло здаритися так. І ті, які це пропонували, хитрі, вони так само розуміли. Можна було так, ми прийняли незалежність, а у них же голоси більшості, а депортизація не пройшла. И все, и они остались, так сказать, белые, пушистые, партии, все. Это было небезпечно. И нам удалось их переламать. И першим было питание незалежности, была заборонена коммунистическая партия. Разные были формулировки. Там спинить, там притримать, заборонить, все не проходило. И опошняя была пропанова часово припинить. А ведаете, что в політиці нема нічого більш постоянного, ніж часово. І тому з формулировкой часово припинить їх з їхніми ж голосами эту партию прикрыли. И после этого у них уже полный моральный, кажуть, упадок, потом им уже никуда деваться, уже треба ротоваться от Ельцина от усіх. Им была пропанована эта пропанова об незалежности Республики Беларусь. Я шмат что не рассказываю, але задача моя была основную, як кажуть, линию показать и подтвердить еще раз, что у этой невероятной ситуации над нами была Господня рука. Послухайте, нас же было шмат. Это все працювали як години. Коли ви глядите зараз, що там Чирик виставив на Ютубі, ви бачите, як навіть люди на площі, як це все було синхронно, як люди розуміли.
І вось гэта ўдалося. Удалося не зрабіць ні адной памылкі. І вот потым, і па сённяшні дзень, всякие тролли, всякие ненавистники отражения, все, яны, как только журналист мне пытает, а вот какие вы ошибки там сделали, это уже агентура. Это 100%. Это 100%. Им любыми способами треба неяк зганьбить депутатов Народного фронта, все, они там неких помылок наделали, там, нечто. Вот это была Господня просто рука над нами. Потому что это невероятно в таким парламенте вот, атрымаць, ну, выйсці з незалежнасцю. Гэта ўдалося. І потым сітуацыя была такая, ўжо праз тыдзень яны пачомаліся, і барацьба была з гэтым Верховным Советом. Яны не выконвалі, это было вельмі цяжка, законы правесці, ну мы правялі. Вот, саботавалі, многія пытанні саботавалі. Нават саботавалі, вот, сцяг трэба было павешаць, усё, нават это саботавалі. Вот. І урэшце рэшт гэты саботаж, я паколькі не ва ўладзе засталіся, прывёў да таго, што мы маем. Улада была у іх, эканоміку яны трымалі ў сваіх руках, давялі да страшнай інфляцыі, адбылася карупцыя, мы не маглі ўплываць ніяк, у нас не было рэальнай улады, акрамя галасоў усё. І на гэтым уключылася Москва, стварылі у Саўміне антиконституційная структура КГБ у Саўміне. Там такі Данілов быў, все, это сувязь з Москвой. Вот, знайшлі адпаведнага чалавека, які гатовы быць падсцілкай Лукашенко, все. І тут, у гэтай сітуацыі, мы это все разумелі, але сіла солому ловіць, кажуць, уся улада была у іхніх руках. Телебачення, мы уже были нас уже не допущали до телебачення, все у їхніх руках було. Улада засталася у їх. І таким чином історично відбулося тое, що белорусский народ, його, так сказать, активна частка, домоглися створення незалежної держави, але не здолели взяти уладу народної руки. Влада засталася у старої номенклатурі. Там і білети повкидали, все, но влада засталася у них. І вони підрихтували ось гэтую вот внутрішню окупацію. Вони підрихтували Лукашенко, вони пішли на суди з Москвою, варили все Кевичуся, і ми зараз уже 24 роки розхльобуємо ось виніки гэтай улады. Але Беларусь живе, ёсць держава. Яны топчуць эту нацию, они не может, яны ж сядзяць на этом суку, на суку незалежнай державы. Яны не могуць, яны вымушаны трымацца за суверенітет Лукашенко. Не тому, что ему там приемлет это суверенитет, а потому что ему выхода нема. Держава вышей улады. Это я постоянно говорю. Держава есть самое главное. Когда маем незалежную державу, маем перспективу. Это есть основа. А видите, как такого не было. А могло б здариться тады невероятные речи. Потому что рихтовалась все, огульная валюта, там все. Просто была бы некая область РСФСР, и все на этом. И все, это просто конец нации, потому что международная такая была обстановка. Але тады было закладено фактично, но перспектива нашей будущей. Тому не все так древно, что б там ни было, Беларусь живе и будет жить. Ничто не знищить уже белорусской идеи. Ничто не знищить. Гэты режим, вот гэты, он уже пришел в полный тупик. І іх нема ніяких ідей, вони нічого не можуть пропонувати. І практично ми обстановку ведаємо. Практично на Білорусі увесь народ уже терпеть не може гэтого вусатого драння. Это элементарная речь. И гэта рано ці поздно, и оно придет до своего вынику. Вот. Тому некоторые люди такие пессимизму ударяются, что вот столько страчено, и школы знищены, то и то.
Ну, конечно, есть причина до пессимизма, бо жыццё короткое. Прошло 24 года, люди хотели жить нормальным жыццём, это ж могло быть, иметь певную радость от этого. А им пропоновали эти самые палки, пропоновали их эти самые законы о дармоедах, это все здесь, это принижение, это страшно принизило наших людей, обнизило моральный уровень. Это, все это бачат, все это отчувают. И наши вот период той, про який я рассказываю, это вот первая полова 90-х годов, мы их называем светлые 90-е. Поверьте, такого, это мы были все как на крыльях. Это был светлый час, это были вольные люди, они отчували себя вольными. В этих вот, ну вы глядите на интернете теперь, это вот видеозапись, они там видовочно, да? Это люди вздохнули, началась белорусская школа, не глядячи на то, что оставалась эта влада, она уже не имела такой, ну, страшной силы. Это были часы, які успоминаются, як у моїм житті, то це найщасливіші часи. Неколи Петр Садовский, наш депутат, сказал, что мы пережили историчное счастье. Счастье, значит, нашей истории. Это справді так. Это я размовлял с многими нашими, мы 2 раза збирались, наши депутаты, и все кажут одно, что вот той час у житті, коли это вздохнули свободой и незалежностью, это был самый счастливый час в их житті. Наши 90-е годы – это светлые 90-е годы. У российцев, як они называют, там, лихие 90-е, их там были бандиты, там это все. У нас это другое. Это чисто российский слоган. Но у них другое было. У них это, вот. А у нас как раз это были годы самые светлые. У наших. И эти светлые годы вернутся. Вернуться, это, я бачу, ніякого сумнення в гэтым нема. Вот. Просто я назирав, як було при Совєтському Союзі, як поступово був той самовидат, як це люди поступово, потім настав час, пух, все випухнуло. Так і тут, то, що люди, зараз є інтернет, зараз значно більше інформації. И все это страхом тримается, все это то, что людей могут там оштрафовать, что людей могут кинуть в турму. Але есть такие звестки, что люди сопротивляются, як умеют. Нормальный человек, абсолютно адекватный, працовитый, тримав узорную господарку, все, сказал, милиция ловила рыбу на озере, браконьер, говорит, что ты робишь? Ты же, кажется, браконьерничаешь, а он кажет, ты подожди, я к тебе приеду, я тебя в психушку пиху. Приехал, отримал кулю в лоб. Человека уже, все, ему выходу, а что ему было робить? Он, приезжая, даруть его в психушку, это еще горе, чем у турму. Человек оборонял свое життя, а он полявничий был. Все, одразу дал одному и другому. Это вот теперь судовый процесс. Это все не так просто. Это свідчення, это не варіант, это нормальный человек. Это свідчення, як люди уже начинают реагировать на эту милицию. Этот режим поставил на КГБ, на милицию, они робят, что хочут. Они могут человека за ничто побить, зневажить, схопить. Вот был суд над Филиничем. Вот. Все, что были на суде, приехал ОМОН, всех положил, всех похватали. Без причины, ничего не тумачить. Это оккупационная политика, это оккупация. Это вот так могли робить немцы, там, СД, там, это, вот так могли робить, так робят сяны. И что вы хотите, как люди, угнувши голову, такое сейчас жили, ничего из этого не будет. Вот. И тому проявы вот такие вот куля в лоб, это уже проявы сопротивления. Человек сопротивлялся як мог. Вот. И это свідчення, это звоночки для режиму, это не первый выпадок, это звоночки для этого режиму. На здеку над людьми, над тем, что вы будете платить великую зарплату этому гибью, этим, значит, ментам, и они будут с людьми робить, что хочешь, это рано или поздно скончится, и могут еще, как Муссолини, кажуть, подвешать за задние ноги, видите. Вот. Тому я гляджу на это оптимистично. Вот, конечно, для нас вельми важно, как это отбылося
як кажуть, ну, таким цивілізованим шляхом. Навіть маючи вельми нецивілізованою перед собою владу, нецивілізованих ворогів. Білоруси такий народ, що вони можуть це зробити. Ну, 90-ті роки показали, шмат що показали, що все ж таки наш народ ну, в критичних ситуаціях він розумний, він не губляє розуму, він не робить ніякі ну, непотрібні речі абсолютно. Навіть коли проаналізувати, що робилося там у Москві, вот, тоді в 91-му році, ну не можна, там 3 чоловіки загинули, але по своїй дурості. Там все це знято, ми ж бачимо. Абсолютно Білорусь дійничає зовсім по-другому. І тому у мене не глядячи ні на які, там, на яку пропаганду, ні на те, що відбувається, у мене велика пошана і надія на наш народ. Чтоб зиме, кажется, все вернется назад, все вернется, люди застанутся людьми. Не может быть, как на протягу одного поколения, этих людей просто вот зробили всех Лукашенко. Не будет этого. Это знешне, это проявляется, это есть певное осероддя, певная частка, как только появляется другая ситуация, другая социальная, другие идеи, все вертается на нормальный круг. 90-е годы, 80-е годы это показали. И наступное, то, что дотычит России, все там обвалится, мы уже бачим, там полный тупик з этим КГБ і з этим Путиным. Іншая справа, что, як кажуть, російці здольні на бунт. Вот это у них може бути. Вот. А наша задача, коли почнуться переміни, як це зробити цивілізованим, нормальним кроком. Есть напрацовки, есть. Год тому, 2 роки тому ми тут показували програму «Вольная Беларусь». Все, это серйозні люди працювали, які працювали над законодавством. Все розписано. Як, що ми будемо по основних питаннях, нам зрозуміло, що треба робити. І є певні люди. Сама істота з'яви, вона тут же виявить людей. От на этих відеоздимках ви так само бачите, як от пошли до ЦК, як Горсовет прийняв таке рішення, як опечатувати усі комуністичні будинки, поставити охову, як не розтягнули і як не знищили документи. Вот. Это на таким энтузиазме родилось. Тут же все депутаты пошли, это все надо, тут все снято. Это не то, что там нехто командовал, ты роби то, нет. Это все шло спонтанно, одразу. Так и будет, когда меняется. Когда люди хотят изменить свое життя до лепшего, то лепшие люди выходят наверх, активно денежать. И так и будет. І так і буде. Ми в це віримо. Ось, і я відчуваю, що цей шлях, час наближається. І тому живе Білорусь, живе вічно і буде жити.